Когда он умер в этот день, я был с Наташей Макаровой в Лос-Анджелесе. Она звонила Барышникову, обдумывали текст прощальный, который они сочиняли для газет. И мы знали людей, которые его в Лос-Анджелесе обожали. И поехали к нему они в Париж. И когда я приехал в Москву, я понимал, что мы должны это сделать. У меня сомнений не было, должны это сделать. И в 10-ю годовщину смерти, в день смерти в Театре Моссовета мы сыграли о нем спектакль. И когда я вышел в финале, а там громадный баннер сзади на сцене и фантастический его портрет. Была тишина, и я говорю, я не знаю, как у вас, а у меня ощущение, что он здесь, с нами. И после тишины был такой взрыв аплодисментов. А когда на спектакль пришла мною любимая Антонова, директор музея изобразительных искусств имени Пушкина, и после спектакля она подошла ко мне и говорит, он так, Бозин, похож на Рудика, он его видел? Я говорю, нет. Я говорю, в этом есть то великое чудо, что он постиг форму души Рудика. Я в него вложил мое ощущение от его огромной души. И то, что он ощущал пламя энергии свыше. И эта энергия его во время танца не только вдохновляла, она его окутывала. Она давала ему возможность сделать все, потому что она им руководила. Это и гармония, и энергия. Вот в этом сочетании он купался всю